Это большая такая помощь для нас, она своевременная помощь. Мы приносим слова благодарности, особенно вот в это время нам сейчас очень тяжело. Помощь от неравнодушных. Медицинское оборудование и большое количество лекарств поступили в регион. Щедрую помощь оказал меценат Ахмед Паланкоев. Основная наша цель – это патрулирование наших улиц, беседы с жителями города с просьбой, чтобы они не выходили без дела из домов. Народные дружинники на страже карантинного режима. Добровольцы инспектируют общественные места Сунжи. В соответствии с этим постановлением уволенные с 1 марта имеют право в течение 3 месяцев, вне зависимости от их заработной платы, получать МРОТ, прожиточный минимум, в размере 12 130 рублей. Правительство России утвердило новые пособия для безработных. Изменился порядок выплаты и их размер. Максимальная сумма доведена до уровня МРОТ. С целью нераспространения новой коронавирусной инфекции для сохранения вашего здоровья убедительная просьба соблюдать режим самоизоляции. В режиме повышенной готовности работники аварийно-спасательных служб и Центра обработки вызовов служба 112 на передовой в борьбе с коронавирусом. Кровь даю я в первый раз. Услышал, что в республике крови не хватает. «Сдай кровь, спаси жизнь». Стать донором под силу каждому. Востребованы все группы крови. В благородной акции приняли участие волонтеры молодой гвардии. На телеканале «Ингушетия» время новостей. Здравствуйте. Начинаем выпуск с последних данных по коронавирусу. 5642 новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в России. Всего в стране коронавирусом болеют 52 763 человека. 456 скончались, выздоровели 3873. В Ингушетии, по данным Оперштаба, за сутки в республике выявлено 46 новых случаев. Заболевших уже 354 человека. 38 выписаны из больницы. Число жертв коронавируса уже возросло до 12 человек. У нас по республике Ингушетия на подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 354 случая. Что мы видим, наблюдаем, что у нас ежедневно увеличивается количество подтвержденных лиц. Примерно за сутки это от 40 до 50 человек. Под наблюдением у нас находится 801 человек, и лиц старше 65 лет у нас находится на изоляции, и из них госпитализированных 11 человек. Хотелось бы еще раз, уже каждый день мы об этом говорим, чтобы обязательно население нашей республики соблюдало масочный режим. Меры личной профилактики соблюдались, и стараться не посещать места массового скопления людей. В основном прирост идет из-за того, что большие семьи, контакт большой. Люди дома не соблюдают режимы самоизоляции, и в основном идут очаги. Контакты очаговые идут. Помощь от неравнодушных. 2 аппарата ультразвуковой диагностики высокого качества, дезинфицирующие средства, огромное количество лекарственных препаратов, необходимые для лечения пациентов с COVID-19, поступили в регион. Щедрую помощь на сумму более 3 миллионов рублей региональным медикам оказал предприниматель и меценат Ахмед Паланкоев. А один из таксопарков региона принял на себя обязательства по бесплатной перевозке врачей в период карантина. О поддержке и взаимовыручке. Следующий сюжет. Врачи сегодня без преувеличения национальные герои. Люди, которые самоотверженно стоят на передовой, рискуя своим здоровьем, отчаянно спасают жизни других. Как непросто бороться с новым неизученным вирусом, от которого еще нет конкретного лечения и вакцины, знают только они. К тому же вынуждены проводить круглые сутки не в самых комфортных противочумных костюмах, массивных очках и масках, в которых тяжело дышать, а после небольшого перерыва вновь облачаться в них же.
Сегодня врачи как и никогда нуждаются в помощи от общества. Десятки неравнодушных наших земляков стараются поддержать медиков различными средствами защиты, препаратами, оборудованием. Так, накануне вечером прибыла помощь от мецената Ахмеда Паланкоева на сумму более 3 миллионов рублей. Среди них 2 ультразвуковых аппарата высокого качества, дезинфицирующие средства, большое количество лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения COVID-19. Это большая такая помощь для нас, она своевременная помощь. Мы приносим слова благодарности, особенно вот в это время нам сейчас очень тяжело, когда идет расход лекарств, расход материалов, больных пока еще много. И, конечно же, такая помощь, она неоценима. Не безучастной осталась и транспортная компания, которая доставила помощь от Ахмеда Паланкоева. Ребята, которые привезли этот груз, транспортная компания, они даже они бесплатно это все сделали, даже не получили плату за перевозку всех этих лекарств, всех этих средств. Им тоже отдельная благодарность. А таксопарк «Нарт» взял на себя задачу бесплатно и с комфортом доставлять врачей, которые работают с инфекционными больными. Водители развозят медицинских работников согласно списку, который предоставил Минздрав Ингушетии. По возможности мы, конечно, будем перевозить и других врачей, которые не попали в эти списки. Хотел бы обратиться к нашим врачам еще раз. Вы сегодня на передовой стоите, и весь удар сегодня он идет на вас. В период пандемии свою помощь ингушским врачам предложила и экохимчистка «Кристалл». Работники бесплатно производят очистку медицинских халатов и комбинезонов медиков, контактирующих с больными COVID-19. При обработке униформы соблюдается уровень применения особых мер, предписанных правительством страны. Одежда врачей сейчас уже в наше это время, как только вот началось, мы эти все вещи 3 дня не дотрагиваемся. После 3 дней мы ее помещаем сюда. Здесь происходит химическая чистка. После этого мы переходим вот сюда. Здесь она у нас отпаривается, потому что здесь дает очень сильный пар. Пар где-то 150 градусов. Вот здесь. Вот мы одеваем. Просто с утра пар не поднялся, и она тут уже отпаривается. Ранее гуманитарную помощь в размере 17 миллионов врачам Назрановской городской больницы отправил сенатор Билан Хамчиев. Это 3 аппарата ИВЛ, противочумные костюмы, респираторы и большое количество других средств индивидуальной защиты. А владелец гостиницы «Аса», бизнесмен Руслан Магушков, предоставил номера отеля для размещения медиков, контактирующих с зараженными коронавирусом. Предприниматель Магомед Муталиев предоставил помещение площадью несколько тысяч квадратных метров для больных, также ежедневно отправляет бесплатно специально приготовленный бездрожжевой хлеб в республиканскую клиническую больницу для врачей и пациентов. Меценат Алаудин Парчиев предоставил медучреждениям около 30 тысяч средств защиты: маски, перчатки, антисептики, противочумные костюмы. И таких ингушей, объединяющихся против общего врага, с каждым днем все больше. Мы получили от Алихана Чичоева продукты питания. Это 100 килограммов мяса, 100 кур, картошка, лук. Также мы получили питьевую воду от завода Ачулуки. Также нам помощь оказал фонд Тешем. Они нам прислали временное пользование до окончания этой пандемии с коронавирусом, временное пользование морозильник, потому что у нас не хватало морозильной камеры для того, чтобы мы хранили это мясо, которое поступает гуманитарно. Также мы получили от фонда Тешема жидкое мыло. В размере 50 тысяч рублей нам помощь оказал Альберт Галаев. Зязиков Тухан нам привез 350 штук респираторов. Благодарность всем, кто участвует в оказании такой помощи республике. Тот, у кого болит душа за нашу республику. И в Москве тоже есть вот ребята, только что мы говорили, и Танзила Тангиева, и многие другие ребята, которые на самом деле, они очень переживают за нас и делают все, что могут, оказывают нам помощь. И как бесплатно лекарства присылают, как гуманитарную помощь присылают, также и помогают нам в тех случаях, когда нам необходимо найти фирму для закупки каких-то средств.
В такой непростой период важна не только материальная помощь, но и моральная. По всему миру люди запускают флешмобы в поддержку врачей. Не остались в стороне и юные жители Ингушетии. Так в социальных сетях запустили различные эстафеты в благодарность медикам. Самый прекрасный в мире наряд. Белая шапочка, белый халат. Спасибо тем, кто клятву дал не навредить. Спасибо тем, кто не устал больных лечить. Пока наши земляки всячески пытаются поддержать, врачи продолжают достойно исполнять свой профессиональный долг. В борьбе с пресловутым вирусом помочь медикам может каждый из нас. А именно, не становиться причиной распространения COVID-19 и не усугублять статистику зараженных и умерших. Их количество каждый день увеличивается, больницы заполняются. Тем не менее, врачи нас в беде не бросают и не нарушают клятву Гиппократа. Так давайте и мы встанем вместе с ними в одни ряды против пандемии. А все, что для этого требуется – оставаться дома. Я хочу вам сказать большое спасибо за все. Не болейте, берегите себя. Я пока что стою дома. Диана Дударова, Новости 24. Каждый день в регионе фиксируют рост числа заболевших на несколько десятков человек. Каждый день мы теряем своих земляков от этой напасти. Соблюдать карантин, не относиться безответственно к мерам профилактики, не игнорировать рекомендации медиков. С призывом к населению обращается министр спорта региона. وين ما لورج بلبو بوخ 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 ب ديال غيتمس دريج حمن وين توجد دعتو بوخ يورجي ديدر سبيت اديجد ماسكاج ايج درجو يوج اباراتج اويل اباراتج يولجي ديال غيتما وي قواتشن بولج بشوان وي بوخ بش دشان وي لورج تتغن او خلدتان وي بديش كيز وي تانا دؤديس تاشي بوخه تعب بولش داو اندلي ديغوك تشقد شي تغدا بوقول لورلي شي تغدا برج لوربي ششوار لورلي وين طلعت بو حكمش وي باتشا وي اخر دي لورج ياخر بوقول لورج ياخر جتر تركل دي حنيا تشتانا شي بوخ ديك خوشان وي ديال قيتمان ديكي بولش حاقلي بولش دي شابولش ديك لورج بوي دريق وين توش دشان بقول تغدا بقول دي انا شواش حج شويه تحدو موضوع بوشارك او بيزن برسه ايه حنيا شو عليلش شو انت خوج لازر حقيقه تروشان شو تشدخ شو تغ داي نومه بوحكي مبيبيش تان دقيقه تان دق خلا دي انا تان دق خلا خوج متجي دا مدهل ازمنيت تعبي شفان وين جو باو بشان من دبر بوشن بقو زعما درش تغدا دال شيء ز لازر وينيت داخل لدو شيء وي عادز ياش لدو وي بولز بسو ستركتور جاخ ياخر لدو بقو تركل دي هم تغدا دال شي ديش هم انت ات بوخ دال لازر وينيت داخل دال موش هم دال موش بالا لورد وي قم وي موكا. Народные дружинники на страже карантинного режима в Сунже. Добровольцы инспектируют общественные территории совместно с сотрудниками городской администрации. Инициатор создания общественной группы патруля – глава города. Насколько эффективен такой подход к контролю порядка, расскажет Зелимхан Калоев. Добровольная народная дружина вышла на охоту под прицелом все, кто не соблюдает самоизоляцию. Ребята проверяют парки, торговые площадки и улицы, которые в основном пустуют, но без нарушителей не обошлось. Они объясняют, разъясняют и призывают только к одному – не выходить из дома. Ведь карантин – это не каникулы, а вынужденная мера, которой многие пренебрегают. Осознав, насколько все серьезно, одним из первых, не задумываясь, в добровольную народную дружину решил вступить Джабраил Китиев. Хотел бы призвать население соблюдение самоизоляции, так как это большая проблема для нас. Этот вирус убивает многих людей.
дистанции соблюдать. Дружинники разъясняют также об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Это, как правило, административное, а в некоторых случаях даже уголовное наказание. Движение, в котором добровольно охраняют общественный порядок, было создано по инициативе главы Сунжи. Основная наша цель – это патрулирование наших улиц, беседы с жителями города с просьбой, чтобы они не выходили без дела из домов, чтобы соблюдали режим самоизоляции, чтобы просить предпринимателей не открывать, кроме продуктовых и аптек, иные учреждения. Это другие магазины, строительные магазины, автомагазины и тому подобное. Добровольная народная дружина свою эффективность показала в первый же день. Предприниматели больше не пренебрегают предписанием, а сознательных людей стало больше. Несмотря на такой час пик, который ранее, если когда не было режима самоизоляции, много людей ходило, то сегодня мы видим, что большинство наших сознательных граждан соблюдает меры предосторожности и находится дома. И, пользуясь случаем, конечно, хотелось бы обратиться в первую очередь к нашей самой активной части населения, молодежи, которая сегодня является движущей силой нашего общества. Очень прошу вас соблюдать вот эти меры предосторожности, самоизоляцию, в первую очередь не только для себя, а в первую очередь для наших близких, для наших старших, для наших младших. Мы должны показать примеры и обезопасить их. Главное, не заразиться самому и не заразить других. Если сегодня дружинники сосредоточились в основном на центр города, то уже завтра разделятся на группы и будут проверять всю окраину. Помочь добровольцам в их благой миссии может каждый из нас. В ряды ДНД может вступить любой совершеннолетний житель Сунжи. Зелимхан Калоев, Новости 24. 2 ветерана и 15 вдов участников Великой Отечественной войны получили поздравления и единовременную материальную помощь от администрации города Малгобек. Акция приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поддержка ветеранов и вдов – традиция, которой следует в администрации города уже не первый год. Она является основной частью социальной политики в администрации в отношении старшего поколения, пережившего войну и послевоенное лихолетие. Как отметил зампредседателя Малгобекского горсовета Хусейн Бекбузаров, для них очень важно внимание, доброе слово, уважение и почтение, которые они заслужили за свою долгую, нелегкую жизнь. Жители Ингушетии приглашают к участию в проекте поискового движения России «Судьба солдата онлайн». Цель проекта – сбор заявок на установление фронтовой судьбы родственников погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Оставить заявку можно, заполнив онлайн-форму, которая доступна на сайте поискового движения России rfpoisk.ru, аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. При заполнении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: фамилию, имя, отчество, год и место рождения, год и место призыва, последнее место службы и так далее. Все, что известно. Обязательно нужно указать свои контакты, телефон, имейл, чтобы с вами могли связаться поисковики, сказано в релизе. Правительство России утвердило новые пособия для безработных. В условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса приняты некоторые изменения. Введены меры поддержки для безработных. Изменился порядок выплат и их размер. Максимальная сумма пособия доведена до уровня минимального размера оплаты труда. О сумме выплат и оформлении пособия, не выходя из дома, расскажет Диана Дударова. В целях защиты граждан в период пандемии председателем правительства России Михаилом Мишустиным подписано постановление о максимальных выплатах безработным. Так, согласно постановлению 485 от 12 апреля 2020, всем, кто уволен с 1 марта этого года, полагается пособие с апреля по июнь по безработице в размере МРОТ. Стать на учет можно в режиме одного окна или дистанционно. Не имеющий доходного занятия имеет право стать безработным. В соответствии с этим постановлением уволенные с 1 марта имеют право в течение 3 месяцев, вне зависимости от их заработной платы, получать МРОТ, прожиточный минимум, в размере 12 130 рублей.
С июля месяца размер пособия составит 75% от суммы заработной платы. Также, согласно 485-му постановлению, жителям, признанным безработными начиная с 1 марта и имеющим несовершеннолетних детей, размер пособия с апреля по июнь увеличивается пропорционально количеству таких детей. Им по этому постановлению, по 485-му постановлению, полагается 3000 на одного ребенка, на каждого ребенка, но только на одного из родителей. Граждан в разгар пандемии волнует и другой вопрос – как встать на учет в Центр занятости. Так, во время карантина это можно сделать удаленно через сайт госуслуги. По заявлению Михаила Мишустина, начиная с 1 марта и до конца года дистанционная регистрация и оформление пособий по безработице будут проходить на портале «Работа в России». Здесь данные автоматически уже у вас, то, что вы на госуслугах зарегистрированы, автоматически данные есть. После чего, вот, допустим, то же самое вы заполняете свое резюме. Заходите, выбираете, все прописываете, вы указываете именно тот центр занятости, который вам нужен. Здесь есть, да, выбрать можно в регион наш, допустим, Республику Ингушетия, наш центр занятости. Также мы можем прописать, что расчетный счет, что почтовый перевод, это касаемо кредитных учреждений и отделение почты. Прописываем адрес электронной почты и телефон для обратной связи, да, чтобы специалист после рассмотрения мог отправить, довести до вас информацию. А в основном никаких данных прикреплять, сканы каких-то документов, ничего не нужно. Заявление сразу после прохождения поступает в Центр занятости по месту жительства. Правда, из-за большого потока заявок в последний месяц с небольшой задержкой. Но это не повод для беспокойства. Они все доходят и рассматриваются. Жителям, которым самим сложно разобраться с процессом регистрации, сотрудники Центра занятости высылают на электронную почту пошаговую инструкцию. Достаточно обратиться в Центр занятости по месту своего жительства. На портале «Работа России» Минтруд также призывает регистрироваться и работодателей, если они приостановили свое производство, отправили работников в отпуск без сохранения заработной платы или работают дистанционно. Есть позиция такая, где именно в рамках этих мероприятий, которые сейчас проходят, потому что у нас многие работодатели приостановили свою деятельность. И желательно, не то что желательно, это нужно прописывать все на портале «Работа в России». Скольких они граждан перевели на дистанционную работу, скольких они перевели в отпуска без содержания. Да? Потому что в будущем все мероприятия, которые будут разрабатываться Минтрудом для наших работодателей, первоначально все это будет смотреться только на портале «Работа в России». Очень часто граждане сталкиваются со случаями, когда забыли пароль на портале госуслуг и не могут его вспомнить. Минтруд просит не отчаиваться, учетную запись можно легко восстановить. Я знаю, есть очень много людей, которые в свое время, услышав про госуслуги, делали регистрацию, вносили свои персональные данные, давали разрешение на обработку этих персональных данных. Но на сегодняшний день они просто забыли пароль. И очень много звонков в том плане, что люди, забывшие пароль, думают, что они не могут попасть на эти госуслуги. Но там все просто. Там есть такой рубрикатор, в котором сказано, что вы забыли пароль, ну давайте мы вам его напомним. С момента объявления нерабочих дней активность посещения портала жителями Ингушетии начала расти. Сейчас всего на сайте 1323 резюме безработных жителей республики. 834 человек зарегистрированы как ищущие работу. Люди, которые стали на учет 9 апреля, уже признаны безработными. Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24. Единый госэкзамен в 2020 году пройдет в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения ЕГЭ не меняется. Будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов экзаменов и равенство возможностей для всех участников завершающего учебного процесса при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции. Сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены. Планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены. Также было принято решение о переносе сроков проведения ВПР по итогам консультаций с педагогами, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом. Министр просвещения подчеркнул, что ВПР – это неформальная аттестация самих школьников. Их результаты нужны для корректировки образовательного процесса. Оценки за ВПР выставляться не будут.
Наряду с врачами и правоохранителями на передовой в борьбе с коронавирусом находятся и работники аварийно-спасательных служб и Центра обработки вызовов служба 112. Они трудятся в усиленном режиме в целях защиты населения в период карантина. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Сотрудники службы объезжают веренные им территории и оповещают население о мерах по защите от COVID-19 и чрезвычайных ситуаций. Михаил Тангиев с подробностями. Внимание! Проверка системы оповещения. 1, 2, 3. Это, конечно, не Левитан, который объявляет об окончании войны, но голос громкоговорителей также четко слышен на несколько километров в округе. Впрочем, правильнее будет назвать это системой оповещения, которая призвана предостеречь жителей региона от любых угроз. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения проверена и готова к оповещению населения об угрозе возникновения ЧС и информированию населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Сотрудники аварийно-спасательных служб региона тесно сотрудничают с администрацией районов и городов республики. При помощи звуковых систем оповещения, установленных на спецтехнике, они информируют население о мерах предосторожности по недопущению распространения коронавирусной инфекции в республике. Целью нераспространения новой коронавирусной инфекции для сохранения вашего здоровья убедительная просьба соблюдать режим самоизоляции. Крайне важно, чтобы работники службы 112 были всегда на передовой по защите населения. Поэтому в помещениях Центра обработки вызовов ежедневно проводят профилактические мероприятия с целью не допустить распространения инфекции. Начальник управления проверил уровень готовности службы, которая функционирует с первых дней карантина. Центром обработки вызова за период данной эпидемии зафиксировано было 44 заявки по инфекционным заболеваниям, ОРВИ, а также коронавирус. Основная масса заявок поступила от прибывающих в республику граждан. МАГАЗ как на ладони. В целях охраны населения в период карантина на территории города ведется круглосуточный надзор десятка камер видеонаблюдения. Это также позволяет исключить риск распространения инфекции. На территории города МАГАЗ с помощью сегмента АПК «Безопасный город» ведется круглосуточная система видеонаблюдения на территории города МАГАЗ. А также данные видеонаблюдения выведены в единую диспетчерскую службу города МАГАЗ, дежурную часть МВД Республики Ингушетия, СУКС МЧС Республики Ингушетия, ФСБ Республики, что позволяет осуществлять контроль за местами массового накопления людей. Применять подобные меры планируют и дальше, пока ситуация в республике полностью не урегулируется. А тем временем в Управлении по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций призывают жителей оставаться дома в период карантина и тем самым помочь избежать массового заражения в регионе. Михаил Тангиев, Новости 24. ФАДН России проводит интерактивную выставку, посвященную героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны. Главная цель – показать годы Великой Отечественной через судьбы людей разных народов Советского Союза. Рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы наполняли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей. Принять участие в организации данной выставки может любой желающий. Для этого нужно прислать информационные материалы на почту pr@fadn.gov.ru в срок до 30 апреля текущего года. Выставка проводится при поддержке правительства Москвы и приурочена к Году памяти и славы. «Сдай кровь, спаси жизнь». Стать донором под силу каждому из нас. Востребованы все группы крови. В благородной акции приняли участие волонтеры регионального штаба «Молодая гвардия». Всех желающих сдать кровь медицинские центры и станции переливания крови принимают ежедневно. Но в день донора, который был накануне, эту процедуру проводят особенно торжественно. А тех, кто делится частью себя ради других, сюжет Тамары Хашагульговой. На часах 10 утра, значит, время для супергеройских целей уже наступило. Дистанция в 1,5 метра, бахилы и антисептик на входе. И только после этих нехитрых манипуляций – регистрация. Путь донора от регистратуры до зала сдачи для кого-то из этих ребят давно стал привычным. Ну а кто-то, например, Хамзат Богатурев, поделиться своей кровью решил впервые. Не сдавал раньше кровь, да, я, конечно, волнуюсь, но это все пройдет, и мы в дальнейшем будем давать кровь и помогать нашим
граждан. Анализы сданы, анкеты заполнены, ответы на интересующие вопросы получены. А значит, уже ничто не мешает сесть в донорское кресло. Вопреки расхожим мифам, процедура эта абсолютно безболезненная. Многие уже успели убедиться в этом лично. Кровь даю я в первый раз. Услышал, что в республике крови не хватает. Как активист молодой гвардии решил принять участие. Надеюсь, помощь будет действенной. Ну, я уколы с детства не любил, честно сказать. Ну, так нормально. Нет, все в порядке. Жизненно важная миссия. На просьбу врачей откликнулись десятки человек, в том числе и активисты молодой гвардии. По словам медиков, каждый из них может спасти до 3 человек. Можно сказать, что на счету Марата Азеева уже 9 спасенных. Цифры впечатляющие, особенно когда это касается жизни человека. 6-7 лет назад это была такая мобильная группа, она брала кровь. Я сдал кровь, почувствовал, что в этом нет ничего сложного. А через какое-то время мне пришло сообщение о том, что поздравляем, вы стали донором. И это сообщение сделало мне так приятно, прям, можно сказать, растопило мое сердце. И я решил периодически сдавать кровь. После этого какое-то время я находился вне региона. Ну вот, когда я приехал и снова вернулся домой, я сразу же сдал кровь. Вот сейчас сдаю уже повторно. Откликнуться на беду и спасти чью-то жизнь. Каждому 3-му жителю Земли хоть раз требуется переливание. Потребность в обычной крови растет с каждым днем. Нет, коронавирус не обескровил донорскую службу, но активность тех, кто ее сдает, упала из-за эпидемии, сетуют врачи. В период пандемии мы столкнулись с проблемой нехватки доноров, соответственно, и нехватки самих донорских компонентов. Я уже приводила пример, что на прошлой неделе мы впервые за много-много-много лет остались, в принципе, практически без доноров. Мы провели работу, привлекли фонды, привлекли такие общественные организации, более активных ребят, кто нам и ранее помогал. Но и вчера, и сегодня у нас, в принципе, и в субботу у нас было очень достаточно активно, к нам пришли доноры. И доноры это из числа и самих родственников больных, и приглашенные нами доноры. По данным Минздрава, ежегодно в нашей стране делятся своей кровью более 1 миллиона человек. Но врачи напоминают, сдавая ее, мы не только спасаем чужие жизни, но и в какой-то мере собственные тоже. Для здорового организма это идет обновление крови, это идет стимуляция иммунитета. Ну, соответственно, это, наверное, еще и ощущение после донации крови, что он сдал кровь, что он может спасти чью-то жизнь. А спасти жизнь – это не просто пафосные слова, это реально так, потому что люди, которые нуждаются в компонентах крови, для них невозможно ничего придумать, для них нет лекарств, для них нет препаратов, которые заменят эти компоненты крови. Я обращаюсь к тем, кто может к нам прийти, кто здоров, кто не имеет контакта с приезжими, кто не имеет контакта с больными вирусной инфекцией, чтобы пришли к нам. Ну вот, несложный путь супергероя пройден. Теперь можно и подкрепиться. Приятный бонус в виде крепкого чая, кофе и шоколада. На станции переливания всегда найдется. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь дома и на канале Ингушетия.